Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана сменил Хакима Сирахского Итрапа Ахалского вилаята. Открыт прием заявок на британскую стипендию для туркменских студентов. В Туркменистане запретили труд несовершеннолетних на сборе хлопка и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Бегенча Таирова на должность Хакима Сирахского Итрапа Ахалского вилаята. На этом посту он сменил Гурбанмурата Язгулыева. Посольство Великобритании в Туркменистане объявило о начале приема заявок на программу стипендий «Чивнинг» на 2025-2026 учебный год. Эта престижная стипендия, финансируемая правительством Великобритании, предоставляет возможность туркменским студентам получить степень магистра в британских вузах в течение 1 года. Желающим принять участие в программе необходимо заполнить электронную анкету на официальном сайте программы до 5 ноября. Студенты из Туркменистана в этом году будут обучаться в университете Турецкой авиационной ассоциации. Первая группа для обучения сформирована в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между авиакомпанией «Туркменистан» и университетом Турецкой авиационной ассоциации. В Туркменистане вступил в силу приказ министра труда и социальной защиты населения, запрещающий применение труда лиц младше 18 лет на сборе хлопка. Согласно приказу, в список запрещенных для подростков профессий добавлены 2 новые позиции – сборщик хлопка и хлопковод. Представители Туркменистана примут участие в международной туристической выставке «Шелковый путь» в Сиане-2024, которая пройдет с 9 по 11 августа в китайском городе Сиань. Этот город, являющийся крупным промышленным и культурным центром Китая, в древности был ключевым пунктом Великого шелкового пути, связывающего Китай с государствами Центральной Азии. Министерство внутренних дел Туркменистана внесло изменения в порядок проведения технического осмотра транспортных средств и сдачи квалификационных экзаменов на получение водительских прав для жителей города Аркадак. Согласно новым правилам, технический осмотр транспортных средств, зарегистрированных в городе Аркадак, будет проводиться сотрудниками группы по определению технического состояния автотранспорта отдела дорожной полиции Управления полиции города Аркадак. Что касается квалификационных экзаменов на получение водительских прав, то для лиц, зарегистрированных или проживающих в городе Аркадак, эта процедура теперь будет проводиться регистрационно-экзаменационным подразделением отдела дорожной полиции Управления полиции Ахалского вилаята Министерства внутренних дел Туркменистана. Несмотря на ретроградный Меркурий, август обещает стать месяцем удачи и новых возможностей для львов, водолеев и овнов. Эксперты в области астрологии прогнозируют, что представители этих знаков зодиака смогут полнее раскрыть свой потенциал и преодолеть трудности, с которыми столкнулись в предыдущем месяце. Для львов август станет периодом восстановления после бурного июля. Ожидается прилив энергии, который поможет им наладить отношения и начать новые проекты. Водолеям астрологи советуют сосредоточиться на общении и новых знакомствах в начале месяца. Для овнов август ознаменуется позитивными изменениями в романтической и творческой жизни. Футбольный клуб «Энергетик» из города Мары не примет участие в 3-м круге чемпионата Туркменистана и розыгрыше Кубка страны. Это стало известно из обновленного расписания сезона 2024. В результате этого решения чемпионат и Кубок Туркменистана продолжатся с участием 8 команд высшей лиги. 3-й круг национального чемпионата стартует 16 августа матчем между Ахалом и столичным Ашхабадом. За время сборов в Румынии Аркадак провел 5 контрольных матчей, одержав 4 победы и потерпев 1 поражение. После первой половины сезона Аркадак уверенно лидирует в высшей лиге с 48 очками, опережая ближайших преследователей Алтын-Асыр и Ахал. В текущем сезоне Аркадак впервые примет участие в Лиге вызова АФК. Жеребьевка группового этапа этого соревнования назначена на 22 августа. Сердар Азмун отметился голом в своем первом матче за новый клуб Шабаб Аль-Ахли из ОАЭ. Это произошло в квалификации элитной лиги чемпионов АФК, где его команда одержала победу над иранским Сепаханом со счетом 4-1 в дополнительное время. Азмун вышел на поле на 61-й минуте встречи и уже через минуту забил свой первый гол за новую команду. Благодаря этой победе Шабаб Аль-Ахли вышел в следующую стадию квалификации, где 13 августа встретится с катарской Аль-Гарафой. Победитель этого матча получит путевку в групповой этап турнира. Сабрина Рахманова, юная теннисистка из Туркменистана, начала свое выступление в престижном юниорском отборочном турнире «Ролан Гаррос», который стартовал 5 августа в Алматы.
Рахманова получила уникальную возможность представлять свою страну благодаря Wildcard от организаторов. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Киргизстана, Иордании и Ливана. Рахманова попала в группу А, где ее соперницами стали казахстанки София Исакова и Эвелина Балаганская, а также Эмили Ким из Узбекистана. Турнир продлится до 9 августа и определит, кто из молодых талантов региона получит шанс продолжить борьбу за участие в престижном юниорском турнире «Большого шлема». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.